Ассаляму алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Лицо казанской национальности. Мой университетский товарищ Александр Черничук проводил по Афанасию Щапову специальное историческое расследование. Наверное, он рассказал бы больше о нем. Но мы тоже кое о чем поведаем об этом замечательном казанском историке. Афанасий Щапов. Есть история царей, а есть история народов. О первой любят писать и говорить все, о второй умалчивают. Историки молчат не только потому, что о царях писать выгодно и престижно, а о народе опасно и себе в убыток. Есть еще трудности чисто исследовательского плана. Не разработана методика, недостает источников. Афанасия Щапова эти трудности не испугали. И он одним из первых в отечественной историографии попытался изменить взгляд на природу истории. Читающая публика, привыкшая изучать прошлое России по Карамзину и Устрялову, после Щапова тоже вдруг захотела увидеть нашу сельскую, окраинную Русь, историю масс, так называемого простого черного народа. Первый марксистский историк Покровский заметил, помещик Чичерин создал барскую теорию истории, а мужик Щапов – мелкобуржуазную теорию. На самом деле Щапов, если и был мужиком, то только наполовину. Отец его диакон из села Анги Иркутской губернии, а мать крестьянка-бурятка, то есть он имел монгольские корни. Афанасий с детства проявил способность к учению. В 10 лет он поступил в Иркутске в духовное училище, где ему уже делать было практически нечего, поэтому способного мальчишку перевели в духовную семинарию. А после ее окончания в 1852 году, как лучшего ученика, Щапова направили учиться за казенный счет в Казанскую духовную академию, считавшуюся тогда одной из самых престижных провинциях империи. Многое в судьбе ученого решает случай. Первый опыт самостоятельной исследовательской работы у Щапова состоялся довольно рано. В те годы, во время Крымской войны, в Казань перевезли огромную библиотеку Соловецкого монастыря. Студент Щапов участвовал в описи рукописей и делал из них обширные выписки. Позже по этим материалам он написал диссертацию «Раскол старообрядчества». Раскол и смута – вот две узловые темы российской истории, которые волновали молодого ученого. Возможно, глубокое погружение в дух русской вольницы и предопределило бунтарский характер его исследований и общественно-политической деятельности. Иногда говорят, что как историк Щапов сформировался в Казанском университете. Однако современники, близко знавшие его самого и его научные труды, так не считают. До прихода в главный храм науки Поволжья Щапов 4 года читал лекции в Казанской духовной академии, чей научный статус по некоторым историческим направлениям, особенно связанным с теологией, не уступал университетскому. Не случайно вязкий историк Верещагин, лично знавший Щапова, писал: «Не Казанский университет дал Щапова, а Казанская академия дала университету готового профессора». Профессором кафедры русской истории в Казанском университете Щапов был избран 17 сентября 1860 года. Первую лекцию он начал так: «Скажу наперед, не с мыслью о государственности, не с идеей централизации, а с идеей народности и областности я вступаю на кафедру русской истории».
Афанасий Прокопьевич вступил еще и в тайное студенческое общество «Библиотека казанских студентов». Возможно, даже сам его и организовал. Во всяком случае, написал для него программу. И в это же время, как отмечают его современники, Щапов попадает под власть зеленого змея. В университете Афанасий Прокопьевич проработал недолго. Весной 1861 года в селе Бездна, что примерно в 180 верстах от Казани, начались крестьянские волнения. Александр II, император, издал известный манифест, отменявший в России крепостное право. В глубинку весть о нем дошла не сразу. Полуграмотный мужичок Антон Петров неправильно истолковал царский документ и взбаламутил местных крестьян. Дескать, батюшка-царь давно дал нам вольную, а злые помещики это скрывают. Власти не придумали ничего другого, как расстрелять взбудораженную толпу. 16 апреля 1861 года в университете состоялась панихида по невинно убиенным душам, где профессор Щапов выступил с обличительной речью. «Други, за народ убитые!» Так возвышенно и сердечно обратился оратор к жертвам Безднинской трагедии. «Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, эта земля воззовет народ восстанию и свободе. Да здравствует демократическая конституция!» Говорят, эта речь стала известна самому императору. И Щапова вскоре как бунтовщика и распространителя вредных идей среди студенческой молодежи арестовали. Однако дело хотели замять. Поскольку о возвращении в университет не могло быть и речи, опальному профессору подыскали другую работу. Сам министр внутренних дел Валуев лично взял Щапова на поруки и предложил ему как специалисту место чиновника по раскольничьим делам в своем ведомстве. Но Афанасий Прокопьевич был в крайне расстроенных чувствах. К тому же, видимо, не мог выйти из очередного запоя. И поэтому от предложения отказался и был отправлен к себе на родину в Иркутск. Заметим, немного отвлекаясь от темы, что у него были бурятские корни, а северные народы, мы знаем, что они к алкоголю очень плохо приспособлены и быстро, привыкают к этому зеленому змею. Из Казани Щапов уезжал с тяжелым чувством. Несмотря на то, что именно здесь он состоялся как ученый и познал общественное признание и уважение. Находясь в сметенном состоянии духа после ареста, который оставил в его душе незаживающую рану, профессор русской истории родил такие горькие строчки о Казани. «Город сплетен, город пыли, город разных лихорадок, город, где меня судили, как змея ты стал мне гадок. 8 лет в своих объятиях, город, ты меня душил, то в мучениях, то в проклятиях, дни в тебе я проводил. Много слез в тебя я пролил за страдания мужичка. Ты широких дум не понял, сына бедного дичка. Жалкий город». Вернувшись на родину, Щапов продолжил свои исторические изыскания. Так он совершал поездки в Туруханский край. Кстати, там, где в ссылке находился товарищ Сталин. Туруханский край. И позже
Сталин, конечно, в Туруханском крае находился, Туруханский край и в Кудинские степи для изучения быта эвенков, бурят и якутов. Есть сведения, что в Сибири он впервые познакомился с марксистской литературой. Но бунтарский дух в нем, кажется, был окончательно сломлен. Как в свое время Гоголь сжег собственные рукописи и отказался от своих гениальных произведений, так и Щапов свою теорию демократического регионализма. Вдумайтесь в эти слова. Как они актуально звучат сегодня. Демократический регионализм. Так вот, он свою теорию признал ошибочной. До 1863 года земство и земское саморазвитие было моей идеей фикс, писал опальный профессор. Я защищал инициативу и самодеятельность сил народа в деле его социального саморазвития. Со времени 1864 года я стал думать иначе. Короче, похоже, запил. Увы, в России болезнь присущая многим. Хотя, как отмечают историографы, щаповская идея децентрализации исторической науки, стремление строить историю не из Москвы и Петербурга, а снизу, начиная с общин, была самым замечательным достижением провинциальной науки второй половины XIX века. Эта идея не потеряла своей актуальности сегодня. Напротив, ее значимость в связи с поисками оптимального развития федеративного устройства современной России только усилилась. Судите сами, насколько свежо звучат мысли Щапова, высказанные им еще в 1861 году. В наше время, писал профессор, науке русской истории необходимо уяснить историю, дух, характер и этнографические особенности областных масс народных. В высшей степени желательно, чтобы у нас по возможности в каждой провинции возникла своя историческая самопознавательная литература и обогащалась областными сборниками вроде Пермского, историко-статистическими описаниями губерний и провинций, вроде, например, описания Оренбургского края, Черемшанского и подобных, изданием областных памятников и актов, вроде издания актов малороссийских, казанских, воронежских, рязанских, владимирских и других, изданием областных журналов, вроде Ежно-Русской основы. Областные сборники, историко-этнографические и статистические описания провинций могут служить не только руководствами нашего областного самопознания, но и органами возбуждения в провинциальных массах идеи политического самосознания и саморазвития в составе целого государственного союза. Конец цитаты. Профессор Щапов так и не создал своей научной школы, но у него были последователи среди провинциальных историков: нижегородец Гасицкий, ветчанин Верещагин, пермяк Смышляев и другие. Есть они и сейчас. Один из них – доктор исторических наук, профессор Иркутского госуниверситета Маджаров. Оценивая вклад своего талантливого земляка в отечественную историческую науку, сделал следующее заключение. Он, то есть Щапов, дал новую периодизацию развития страны, раскрыл процесс формирования России как федерации областей, интерпретировал русскую историю как народную колонизацию, освоение в скобках территории, тесно связывая федерализм с демократией. Опираясь на опыт истории, Афанасий Щапов показал, что государство, построенное без учета этих особенностей,
основанное только на централизме, не может быть устойчивым, чревато смутой. Конец цитаты. И видео выпуска. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам!